Ингушетия входит в тройку лидеров российских регионов по росту населения. Общий прирост за январь-ноябрь прошлого года составил 5500 человек. Это 10,3%, сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. По данным Росстата, население России сократилось на 161 900 человек. Но ингушские семьи традиционно многодетные, подчеркнул глава. Он отметил, что стимулируют рост населения и единовременные выплаты, пособия на детей, инициированные президентом России. В Ингушетии многодетных семей более 30 тысяч. Власти Назрани продолжат благоустройство парка имени Карцхала Мальсагова. На территории парка появится новый фонтан, бесплатный Wi-Fi, кофе-шопы и книги ингушских классиков, сообщает телеграм-канал администрации города. В рамках реализации проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» власти уже установили модульную библиотеку, качели, заменили урны и скамейки. Изменения в правилах дорожного движения, запрещающие использование за рулем планшетов и смартфонов, не вступят в силу с марта, сообщили в Минтрансе. Минтранс предложил запретить использование за рулем гаджеты, которые могут отвлекать водителей и снижать уровень их внимания в сентябре 2024 года. Речь шла о планшетах, смартфонах или мультимедийных устройствах машин, которые используются для просмотра видео в процессе движения. Сейчас закон запрещает водителям разговаривать по телефону без применения технического устройства, позволяющего не держать смартфон в руке. Штраф за такой разговор составляет 1500 рублей. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение в гостиницах невозвратных тарифов бронирования. Законопроект расширяет полномочия правительства России в части регулирования правил на рынке туристических услуг. Правительство страны наделяется правом вводить различные виды бронирования в гостиницах, в том числе предусматривающие невозвратные тарифы. Невозвратные тарифы в случае их появления будут действовать в российских отелях наравне с возвратными. Напомню, с инициативой введения невозвратного бронирования в Минэкономразвития обращались представители гостиничного бизнеса. Демография и экология окажутся в числе вызовов для России до 2030 года, следует из единого плана по достижению национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036. Так, важнейшим фактором развития останутся демографические вызовы, указано в едином плане. Отмечено, что стабилизация рождаемости потребует дальнейшего улучшения инфраструктуры для семей с детьми. При этом возрастет и спрос на качественную досуговую и туристическую инфраструктуру. В здравоохранении необходимо будет обеспечить сочетание доступности базовой и высокотехнологичной медицинской помощи. При этом проблема увеличения продолжительности жизни не решается исключительно медицинскими методами. Наряду с ними необходимо продвижение здорового образа жизни, отмечено в едином плане. Все авиакомпании России с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты. Президент России Владимир Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. По словам президента, компании используют лазейки для их снижения, и это должно прекратиться. С 1 января 2025 года 23 крупнейшие авиакомпании, которые обеспечивают 95% от общего пассажиропотока, уже ввели соответствующие скидки детям до 12 лет по всей России. В 2026 году самозанятые смогут оформлять больничные и получать выплаты по временной нетрудоспособности. Такая возможность у них появится в рамках эксперимента, который с 1 января 2026 года планирует запустить Минтруд России. Продлится он 3 года, до 2028 года включительно. Согласно правилам эксперимента, право на пособие у самозанятых появится через полгода после отчисления страховых взносов, уточнили в пресс-службе ведомства. Размер страховых взносов будет зависеть от выбранной суммы страхового покрытия, а также скидок и надбавок к ежемесячному платежу, которые предусмотрены для некоторых категорий самозанятых. За первую неделю Нового года количество заболевших ОРВИ в стране составило 308 тысяч, в 2 раза меньше по сравнению с концом 2024 года. Распространение COVID-19 уменьшилось еще больше на 60,7%, сообщает Роспотребнадзор. При этом, начиная с декабря, все чаще обнаруживаются случаи гриппа. Постепенно нарастает доля положительных находок вирусов гриппа с преобладанием штамма гриппа А H1N1, тот самый свиной грипп, вызвавший пандемию в 2009 году. Он опасен частыми осложнениями, включая воспаление легких и тяжелые бронхиты. В НИИ гриппа уточнили, что на конец прошлого года зафиксированы случаи гриппа А и Б, но именно штамм А H1N1 отметился уже в 24 городах. Он выявлен у 68 человек.